К марафону «Славься, Чувашия» присоединяется Красноармейский район. Дорогие друзья, я поздравляю жителей Красноармейского района и всей республики с столетием со дня образования Чувашской автономной области. Нам с вами есть чем гордиться. Все замечательные достижения стали возможны благодаря нашим общим усилиям. Уверен, что, опираясь на историческое, культурное и духовное наследие, преданные родной земле жители и в дальнейшем будут беречь и примножать славные традиции своих предшественников. Разделяя с вами радость этого знаменательного дня, искренне желаю республике дальнейшего уверенного движения вперед по пути всестороннего прогресса. А всем ее жителям крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в любых начинаниях на благо республики и всей страны. Большой Сибирский тракт, Великий, Екатерининский, Владимирский, Почтовый. Тракт служил для доставки по стране почты, товаров. Участок этой дороги пролегал и через Красноармейский район. Как правило, вдоль таких трактов начинали интенсивно развиваться и новые поселения. Так, неподалеку от Анаткосов появилась деревня Дворики. Красноармейская земля богата творческими людьми и людьми науки. Район занимает первое место по количеству докторов и кандидатов наук в России. Существует даже легенда, что на берегах реки Шатьмы рождаются деятели искусств, а на Цивиле – научные работники. Это подтверждают многочисленные факты. Николай Григорьев, Борис Яковлев, Вячеслав Петров. Все они известны в разных сферах деятельности. Причем все трое учились в одной школе, больше Шатьминской. В этой же деревне жил и единственный герой Советского Союза из Красноармейского района. В 1945 году Владимир Васильев при форсировании реки Одер с пулеметным расчетом переправился на вражеский берег. От полученных ранений Владимир Васильев скончался. Он был похоронен на месте боев в Польше. Школа в Большой Шатьме носит его имя. В деревне Исаково родился автор герба и флага Чувашии Эли Юрьев. Здесь можно найти посвященный ему музей. Удивительные открытия ждут и в деревне Чадукасы. Здесь расположен музей знаменитого чувашского композитора Филиппа Лукина. Красноармейская земля богата и природными сокровищами. Уникальные по составу юрские глины, которые добываются здесь, служат материалом для изготовления знаменитых кирпичей. О том, как из того, что люди выбрасывают, сделать хороший продукт, знают все на предприятии «Композит-21». Продукцию «Композит-21» реализует по всей России, до самого Владивостока. Рабочие места и достойную оплату труда предоставляют ведущие сельхозпроизводители района – Красная Сормова и Таябинка. На предприятии «Красная Сормова» недавно построили в первую очередь новые фермы на 200 голов. Агрофирма «Таябинка» успешно занимается выращиванием зерновых культур и картофеля. Имеются собственные картофельные и зернохранилища. Ежегодно увеличивают посевные площади. На сегодня они составляют уже более 4000 гектаров. Район очень удачно расположен в самом центре республики. Планы у властей очень большие. Самое главное, говорят здесь, не останавливаться на достигнутом и использовать энтузиазм и трудолюбие жителей на их же благо. Семсем варман, сурам варман щумень, унгаба маншит смехушинче, являна майен щавалхуне. Куштулы вырдать ман, тован ень. Кушкескибе кюлесем вырдаще, тем шинчин пуплище емразем. Тень в земде, щак юрах юрлаще, и тлезе пахарха, тован сем. Юрада псана трак ень, и сман терек, хамчери щуменчи саржубе. Ожидатамес, вай барадамес, нихощан манми, тован китес.